Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Ветераны СВО не теряют боевой настрой и готовятся к соревнованиям. Для спортсменов приобретен инвентарь для тренировок по стрельбе из лука. Интинцы отметили День матери. Традиционно в Доме культуры «Октябрь» прошел праздничный концерт. Чемпионский характер и техническое изящество, красивые комбинации с контратаками и нокдаунами. В Инте прошел межрегиональный турнир по боксу «Инта. Золотое сердце Коми». Транспортное обеспечение, связь, медицину, перспективы агрокомплекса, благоустройство и ряд других вопросов обсудили представители коренного населения, проживающего в селах и деревнях Интинского округа на прошедшей конференции Коми народа. В этом году в ней приняли участие 26 из 30 избранных делегатов. С сельскими жителями встретились представители местной и республиканской власти, депутаты, члены межрегионального общественного движения «Коми-Войтер», представители фонда «Защитники Отечества» и движения первых. Расширенный репортаж о том, что волнует сельчан и с какими трудностями им приходится ежедневно сталкиваться, смотрите в эфире Пятого канала на следующей неделе. Интинским ветеранам специальной военной операции передали 2 спортивных лука, дополнительное оборудование с инвентарем для занятий по стрельбе из лука и подготовки к соревнованиям. Финансовую помощь оказал спонсор. Распаковка и опробование в деле новых луков прошла в тире автошколы ДСАФ. Напомним, что совсем недавно ветераны специальной военной операции принимали участие в республиканском турнире «Кубок защитников Отечества», проходившем в начале ноября в Сыктывкаре. Наши земляки достойно выступили в разных спортивных дисциплинах, в том числе и стрельбе из лука. Приехали с соревнований, все было замечательно. Перед соревнованиями потренировались хорошо. Спасибо огромное Ольге Николаевне, что предоставила такую возможность. Спасибо фонду, что благополучно у нас получилось потренироваться и в конечном итоге показали хорошие результаты на соревнованиях республиканских. Вернувшись с соревнований и встречаясь с руководством округа, ветераны обратились с просьбой о приобретении дополнительных луков для удобства в подготовке к дальнейшим соревнованиям. Просьба спортсменов была передана спонсору, который ранее уже приобрел 2 спортивных лука для ветеранов СВО. Участники СВО, которые приходят уже, грубо говоря, домой, изъявили желание заняться лучным спортом. И вот благодаря поддержке спонсора у нас были в летний период приобретены 2 лука различных модификаций. Они потренировались, попробовали. Один лук им понравился больше, съездили на соревнования, достойно выступили, заняли первые места и изъявили потребность, что необходимо еще луков, чтобы индивидуально человек пристреливался к каждому луку. И вот путем переговоров с поставщиком, с нашим соцпартнером, он пошел навстречу, приобрел еще 2 комплекта, 2 лука, той модификации, которая больше подошла нашим парням, соответственно, плюс и необходимое дополнительное оборудование, там стрелы, напальчники, наплечники и все остальное. 3 комплекта с чехлами, у нас теперь будет полноценно команда может выезжать на соревнования. Благодаря помощи спонсора были дополнительно приобретены 2 спортивных классических лука. Они пришли с чехлами, напальчниками, нагрудниками, крагами и стрелами. Хорошо, что у нас будут свои луки, чтобы ездить на соревнования. Потому что пристреляем сейчас их. Все свое, как говорится, это очень замечательно. Спасибо большое, конечно, администрации, главе администрации города, то, что изыскал средства, и в конечном итоге получилось то, что нас не оставляет администрация, всегда помогает, и мы очень благодарны за это. После того, как тир откроется, после ремонта ветераны СВО смогут готовиться к соревнованиям и улучшать свои показатели.
В Республике Коми завершается голосование за победителя и призеров конкурса «Семья богатства Коми-края». Напомним, в конкурсе участвует 21 семья, одна из них интинская. Семья Артемьевых прошла отбор на муниципальном этапе, выполнив ряд различных заданий, и вышла в финал. Принять участие в голосовании можно на портале госуслуг до 30 ноября. На сегодняшний день за семьи, которые претендуют на победу в конкурсе, свои голоса отдали почти 7 тысяч жителей нашего региона. Активно поддерживают представителей своих муниципалитетов жители Сосногорска и Сыктывкара, а также Удырского и Ижемского районов. Пока еще есть время, интинцы могут проявить активность и проголосовать за своих земляков, семью Артемьевых. Напомним, конкурсанты, набравшие наибольшее количество голосов, станут призерами и будут награждены. Победитель, который наберет больше всех голосов, получит ценный подарок – автомобиль «Лада Веста». Объявление итогов конкурса, чествование семей участников и их награждение состоится в декабре на торжественном мероприятии, посвященном закрытию Года семьи в Коми. Сотрудники МЧС совместно с Госавтоинспекцией провели профилактический рейд, в рамках которого водители рассказали правила поведения при возгорании транспортных средств. Статистика показывает, что от пожара не защищена даже полностью исправная машина. В Инте за год произошел только один пожар автомобиля, но профилактические рейды проводятся регулярно. Транспортное средство является вторым после жилья объектом по распространению пожаров. Как правило, возгорание происходит из-за неисправности электрической проводки, разгерметизации топливной системы, высокой температуры некоторых деталей, курения в автомобиле, неправильной перевозки опасных грузов, столкновения автомобилей, а также поджога недоброжелателей. Рейд направлен на профилактику. Профилактика водителей в случае пожара и халатное действие, чтобы на автомобиле был огнетушитель и первичные средства пожаротушения. И спрашивали их действия в случае пожара и проверяли электрооборудование, исправное на автомобиле или нет, или имеются исправные узлы агрегатов. Сотрудник отделения надзорной деятельности и профилактической работы города Инты в процессе рейда объяснял водителям правила поведения при пожаре в автомобиле. Вы должны немедленно остановить транспортное средство, закрыть плотно двери, позвонить пожарную охрану, отойти на безопасное расстояние. При необходимости, если у вас есть знак аварийной остановки, выставить его. И предупреждать людей, что идет пожар, это подцепить. Приезжает пожарная охрана, вы говорите примерно расположение, где пожар, потому что визуально, может быть, не будет, что цех закрыт. Они сразу же подходят и производят тушение возгорания. Немаловажным условием безопасности является наличие исправного огнетушителя в автомобиле. Размещать огнетушитель лучше в салоне, в непосредственной близости от автовладельца. Не рекомендуется оставлять его в багажнике, так как во время чрезвычайной ситуации доступ к нему может быть затруднен. В случае пожара на автотранспорте необходимо немедленно остановить автомобиль, эвакуировать самостоятельно, эвакуировать пассажиров с автомобиля, закрыть плотно двери, позвонить в пожарную охрану. В случае, если возможно, попробовать потушить первичными средствами пожаротушения, как огнетушитель. Если не получается грамотно сбить пламя, эвакуироваться на безопасное расстояние более 10 метров от автомобиля и ожидать прибытия пожарной охраны. Ни в коем случае нельзя садиться в горящий автомобиль и пытаться его завести. В случае пожара следует немедленно позвонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101 или на единый телефон вызова экстренных служб 112. В Доме культуры «Октябрь» микрорайона Южный прошла праздничная концертная программа, посвященная Дню матери, в которой выступили творческие коллективы города. Юные и взрослые артисты подарили свои номера самым дорогим людям на свете и признались им в любви. Концерт получился необыкновенно теплым и душевным. Ни для кого не секрет, что лучший подарок – это сделанный своими руками, впитавший теплоту сердца и души. В этот особенный день воспитанники детских садов, школы, гимназий города, центров внешкольной работы, детской школы искусств и многих танцевальных коллективов Инты решили порадовать мам и бабушек своими талантами. Что у нас на повестке дня? Как что? Скоро День матери, а подарок для мамы мы так и не придумали. Надо что-то делать. Какие у нас варианты? Мы можем подарить маме красивый телефон с новым чехольчиком. Я уже даже чехол выбрала. Так это ты себе только подарок на день рождения хочешь. Надо думать еще. Вот что, мама любит больше всего на свете. Нас. Точно. Для мамы самый лучший подарок – это дети. Маленькие или взрослые, послушные или проказники.
Какими мы бы ни были, мы всегда остаемся самыми любимыми для мамы. А мама будет одной единственной и неповторимой для нас. И мы каждый день можем дарить ей свою любовь, внимание И заботу. С праздником, любимые мамы! Детские творческие коллективы к исполнению номеров подходили со всей душой. Каждая песня, стих или танец в этот день были посвящены самым любимым и родным людям на свете – нашим мамам. Все танцуют и поют, баю-баю, скок-поскок, скачет серенький волчок, скачет овцы на траве, скачут мысли в голове. Баю-баю, баю-баю, громче музыка играет, поешь и добивай, и ветер не снимай. Слово «мама» – одно из самых древних на Земле. Оно звучит почти одинаково на языках разных народов мира. Сколько тепла таит в себе слово, которым мы называем самого близкого, дорогого и единственного человека. Estoy de besar tus sueños y levantarme con la triste verdad que soy inútil porque no corro riesgo de convertir un sueño en la realidad. Y cuando te acerca mi voz se quiebra, mis manos tiemblan, yo pierdo todo el control. Quiero agradarte y entregarte todo mi corazón. В этот вечер в адрес каждой мамы прозвучало много теплых сердечных слов и душевных пожеланий. Ежегодно в конце ноября в Инте проходит масштабный спортивный праздник – межрегиональный турнир по боксу «Инта. Золотое сердце Коми». Это традиционные соревнования в нашем городе, которые проводятся уже много лет. Географический охват состязаний с каждым годом растет. В этом году в турнире приняли участие более 150 спортсменов в разных возрастных и весовых категориях. Сразиться за награды приехали команды боксеров из Республики Коми, Архангельской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Чувашии. Бокс для Инты спорт знаковый. И мы помним фамилии там Белый, Вильямас, Яковенко, Жила, Купрашевич, Остапчук, Цверчак. Вот. Здесь всегда спорт имел особую культивацию, особое почитание и кучу поклонников. Поэтому фундамент есть.
турнир уже межрегиональный. То есть он еще не всероссийский, но межрегиональный. Конечно, нужно, чтобы была соответствующая база для приема, но сегодняшний список 154 участника – это уже замечательный показатель. Уверен, что у спорта в Инте будущее есть. Как интинка, что как житель нашего города, я вообще люблю спорт. И в нашем городе на спорт выделяется всегда очень много денег. Не только на этот вид спорта, но и на все другие, которые у нас есть в городе. Бокс для меня, такой немножко сложноватый вид спорта, потому что я сама лыжница. Но видеть вот эти бои детей, вот эти слезы горечи, слезы победы, то есть это самое приятное, когда ты видишь деток. Поэтому я пришла сюда на этот турнир посмотреть. А то, что собирается очень много команд, это из года в год каждый раз у нас увеличивается количество команд. Вот в этом году я узнала, что вместе с Интой 14 команд. То есть это говорит о том, что этот турнир набирает обороты, что он любим, что люди хотят сюда приезжать и показать свою силу, мощь, красоту бокса. Мы приехали из Воркуты. Мы уже занимаемся примерно 3 года. Вот. Самые лучшие соревнования были у меня в Ушинске. Был финалистом Ворощака. Вот. Также я выиграл соревнования Юрия Долгих в Воркуте. Я тоже занимаюсь 3-й год. Самые лучшие соревнования были в Сосногорске, Кубок Тимана 2024, финалист. И был на соревнованиях Юрия Долгих победителем. Как оцениваете свои силы? Не боитесь перед выходом на ринг? Нет, я упорно тренировался, думаю, я выиграю. Мы морально готовились. Когда уже перед боем чуть волнуюсь, но когда уже захожу в ринг, понимаю, нет пути назад и боксирую просто. Из Вельска приехало 4 спортсмена. Я думаю, что хорошо подготовлены. Так что нету новичков толком. Только я 4 года занимаюсь. Тренер хороший очень. Всегда помогает, поддерживает. Вот. Как тренировались? Ты первый раз в Инте? Первый раз в Инте, да. Тренировались. Я упорно тренировался. Мои согруппники тоже. Я уверен в наших силах. Я думаю, мы сможем занять первые места. Я приехал из Котласа. Занимаюсь боксом уже 7-й год. В Инте нахожусь уже не первый раз. 3-й раз уже выступаю. Первые 2 раза 2-е места. Надеюсь, в этом году получится завоевать 1-е место. Команда наша, довольно сильная. Я считаю, это мое мнение. Не знаю, мне кажется, наша команда заберет 1-е место в этом году. К соревнованиям готовился усердно, гонял вес. Чуть-чуть не хватало, чтобы в весовую войти категорию, но в итоге все получилось. Я тоже из Котласа, 2 года занимаюсь боксом, разряда не имею. В Инту 1-й раз приехал, готовился сильно, вес гонял, 5 килограмм. И, в общем, готов к бою. Межрегиональный турнир является одним из самых престижных в Коми. Он уже стал своего рода визитной карточкой Инты, и боксеры с большим нетерпением ждали его, чтобы продемонстрировать мастерство, характер, волю к победе и выявить сильнейших на ринге. Бои проходили 3 дня. Я 1-й раз в Инту приехал из города Вельск, выступал на разных других соревнованиях по боксу. Получается, занимаюсь 5 лет, силы, не знаю, как сказать, но сосредоточен хорошо. Боевой настрой. Мы из Воркуты приехали сюда, получается, побоксировать в ринге. Так-то у нас довольно сильная команда. Я считаю что мы должны победить этот турнир, стать первыми. И я считаю, что будет все классно. Я занимаюсь боксом 4-й год. Мне нравится. Он мне не нравится, но это просто душа запала. Я не могу душе сказать. Я не сомневаюсь в своих силах. Ни на капельки не сомневаюсь. Межрегиональный турнир по боксу «Инта Золотое сердце Коми» входит в единый календарный план спортивных мероприятий региона и проводится в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». Традиционно самой многочисленной представлена команда Инты спортивной школы «Юность». Все мальчишки тренируются под руководством опытного наставника Тараса Цверчака. Боксеры выступали в разных весовых категориях и разного уровня подготовки.
Как обычно, на наш ежегодный межрегиональный турнир я выставляю своих ребят от 10 до 20 лет и далее, так скажем. Все ребята, даже новички, выходят на этот ринг, чтобы просто хотя бы прочувствовать ринг, узнать, что такое большой ринг. Одно дело в зале боксировать на ринге, другое дело на соревнованиях, в присутствии многих зрителей, так сказать, родителей и всех остальных, многих наших гостей. Поэтому все ребята боксируют от 10 до 19 лет. Ну, по-разному все готовы. Конечно, есть у меня мальчики, которые 1-2 месяца занимаются, выходят. Но я радуюсь того, что они выходят, не боятся. Плачут, слезки текут, но он идет, бьется, он будет мужчиной настоящим. И обязательно следующий бой он выиграет 100%. И будет тренироваться после этого боя больше и лучше. На протяжении 3 дней шли упорные и напряженные бои на ринге, кипели нешуточные страсти, ведь все мальчишки имели решительный настрой и держали болельщиков в постоянном напряжении. Зрители были в восторге. Поединки прошли динамично, но победы давались нелегко. Я начал боксировать вчера. Я вчера выиграл из Печоры мальчика. Ну, он новичок был, допустил ошибки, там руки опускал. Ну, этот бой мне легко удался. А сегодняшний финальный бой я побоксировал с мальчиком из Мужей, из города Мужей, Ямало-Ненецкий округ. Ну, он такой довольно сильный был, но все-таки я его перебил. Ну, он потому что открывал корпус. Я по корпусу, ну, по печени ударил. Ему отчитали первый раз. И второй раз я в это же место ему попал, и ну, он сдался. Ну, я 2 дня боксировал, вчера и сегодня, и 1 место занял. Я доволен этим результатом. Следующие соревнования наши Северодвинск. Когда? Мы выезжаем 27-го, а приедем 3 декабря. Надеюсь, я возьму 1 место. Большинство команд из Янау, Архангельской области и Коми – постоянные участники турнира. Боксеры стараются не пропускать соревнования в Приполярье и с радостью отзываются на приглашение интинцев. Мы с города Печора привезли 2 состава. Один состав привез тренер со спортивной школы, один состав мы привезли. У нас получается 8 человек. Вот. Ну, результатом мы довольны. Мы привезли и опытных ребят, и новичков тоже обкатываем. Как бы все в призах, 1, 2, 3. В общем, мы как бы довольны результатом. И есть над чем работать. Бои заканчивались по-разному. Победой ввиду явного преимущества, большинством судейских голосов, отказом продолжать бой. Серьезных травм во время турнира никто не получил. Дежуривший фельдшер скорой медицинской помощи на протяжении всего турнира внимательно следил за каждым боем. Для моей победы мне этот бой сложился тяжело. Хороший, сильный соперник с Архангельской области. Я бился как мог из последних сил. Это мой 2-й бой на этих соревнованиях. 1-й бой мне дался легче. Этот, конечно, финальный был намного тяжелее. Мои ошибки были то, что я много раз опускал руки и очень сильно устал. Его ошибки были идентичны, схожи с моими. Вот. А так большое спасибо я хочу выразить своему тренеру Тарасу Ивановичу, что он подготовил меня к этим соревнованиям. И только вот благодаря нему я занял 1 место. Расширенный репортаж о прошедшем межрегиональном турнире «Инта. Золотое сердце Коми» смотрите в одном из ближайших эфиров 5 канала. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.